Добрый день, уважаемые телезрители и радиослушатели. В эфире передача «Якут сегодня» на телеканале НВК Саха и радио Тетим Саха Раджата. За режиссерским пультом Мария Новгородова и Екатерина Голикова. У микрофона ведущая передачи старший государственный налоговый инспектор отдела оказания государственных услуг номер 1 Валерия Макарова. И мы продолжаем наш цикл передач про налоги Якутии. И сегодня у нас тема эфира – это налоговая реформа 2026 года. А сегодня мы поговорим об особенностях применения НДС при УСН, а также рассмотрим главные изменения в сфере контрольно-кассовой техники. И сегодня со мной в студии мои коллеги. Это главный государственный налоговый инспектор отдела оказания государственных услуг номер 1 Николай Федоров. Здравствуйте. И начальник отдела оперативного контроля Егор Амосов. Здравствуйте. А вы, уважаемые слушатели, можете задать свои вопросы нам в эфир по номеру 320066 и 321166. Ну что, давайте начнем. Егор, первый вопрос, наверное, самый простой, но многие до сих пор почему-то его задают, да? А зачем вообще нужен кассовый чек и почему просто нельзя отдать деньги продавцу, да, и уйти? Спасибо за вопрос. Кассовый чек – это такой своего рода мини-договор купли-продажи, который подтверждает то, что товар ваш, продавец непосредственно продал вам, право собственности перешло к вам, соответственно, защитить свои права как потребителя будет легче, если у вас на руках будет кассовый чек. В некоторых случаях некоторые товары также подлежит части возмещения, поэтому для подтверждения тех или иных сумм для снижения затрат вот этот кассовый чек как раз таки понадобится. Это вот что касается потребителей. Что касается самих предпринимателей, то предпринимателям легче вести учет о реализованных товарах, видеть свои остатки товаров в связи с тем, что вот кассовый чек был пробит, товар списался и видны итоговые остатки по товароучетной системе. Ну и для государства, понятно, это отражение полноты выручки, которую предприниматель при осуществлении предпринимательской деятельности должен с этой выручки заплатить налог. Угу. А вот понятно, что покупатель без чека остается беззащитным, да? А как налоговая служба узнает о том, что магазин забыл пробить чек? И выезжает ли инспектор с проверкой? Или есть другие способы? Да, мы можем удаленно, также можем выехать. Если немножко вернуться в прошлое, да, до 2017 года у нас контрольно-кассовая техника была офлайн, то есть сумма никуда не передавала, мы не знали, где есть рисковые точки. В связи с этим проводили масштабные проверки, то есть сплошным методом всех подряд, да, и у нас там, предприниматели тревожили и так далее. С 2017 года мы перешли на рискоориентированный подход проверок, плюс в связи с внедрением новых технологий, да, у нас кассовый аппарат начал передавать информацию, то есть мы видим на основании вот всего массива информации, которую нам кассовые аппараты в нашей республике предоставляют, мы видим рисковые точки и, соответственно, мы выезжаем только вот на такие места, где есть признаки нарушения. Соответственно, как мы определяем, да, там у нас есть ряд признаков, рисков, например, это доля наличной, безналичной выручки, когда у предпринимателя понятно, что, например, 0 налички, да, соответственно, делаем, за определенный период времени, не за маленький, да, делаем вывод о том, что наличка не отражается, либо работает кассовый аппарат некорректно. Второй, например, риск это связан с низкой выручкой, да, аналогичные предприниматели в одной сфере, да, один зарабатывает там условно 10 рублей, второй зарабатывает 50 копеек. Это тоже как бы зона риска, и в план проверки, конечно, такие точки входят, поэтому таким образом у нас, за 25 год, например, да, было примерно 1900 проверок, чуть больше, да, 1950. И все они 100% результативные. Соответственно, рискоориентированный подход, он работает.
добропорядочных, добросовестных налогоплательщиков, к ним такой проверки нету. А вот где есть риски, конечно, мы приходим точечно. А вот, допустим, если предприниматель проигнорировал требования и не пробил чек, какая ответственность его ждет? Так, здесь штрафы серьезные. Например, для индивидуальных предпринимателей это 25% до 50% от суммы непробитой по контрольно-кассовой технике, но не менее 10 тысяч рублей. То есть минимальный штраф это 10 тысяч рублей за каждый непробитый чек. Для юрлиц это 75% полная сумма непробития по контрольно-кассовой технике, либо это минимум 30 тысяч рублей за каждый непробитый чек. Налагается сперва на юридическое лицо и на должностное лицо, соответственно, на директора организации. Спасибо, Егор. А сейчас давайте более подробно разберем особенности применения НДС при УСН, то есть налога на добавленную стоимость при применении упрощенной системы налогообложения. Николай, вот какие изменения произошли в части НДС? Основные изменения в части НДС это следующие. Увеличена ставка с 20% до 22%. Снижен порог дохода по УСН для освобождения от уплаты НДС. Это с текущего года у нас до 20 миллионов рублей. В 2027 году она составит 15 миллионов рублей и до 10 миллионов рублей уже в 2018 году и далее. Лица на УСН, впервые перешедшие с 2026 года и далее на ставки НДС 5 и 7%, в течение 4 кварталов могут отказаться от их применения и перейти на обычную ставку НДС 22% с вычетами. И освобожденный по ставке 145 Налогового кодекса Российской Федерации налогоплательщик УСН не представляет налоговой декларации по НДС и не ведет книги продаж и покупок, и не выставляет счета фактуры. И освобождение не касается случаев, когда налогоплательщик УСН выступает налоговым агентом по НДС. И налогоплательщики УСН должны уплачивать НДС при ввозе товаров на территории Российской Федерации, как из стран ЕАЭС, так и из третьих стран. В данных случаях НДС у нас облагается по стандартной ставке. Освобождение от исчислений уплаты НДС в соответствии со статьей 145 НК РФ является безусловным и действует до превышения порога дохода в 20 миллионов рублей. Обязательное применение освобождения присваивается у нас автоматически и исключает представление уведомлений в налоговый орган. То есть уведомлять нас об этом не нужно. Если налогоплательщик УСН на упрощенной системе налогообложения, применяющий освобождение от НДС на основании статьи 145 НК РФ, выставит покупателю счет-фактуру с выделением в нем суммы НДС, то сумма НДС, указанная в этом счете фактуры, подлежит уплате в бюджет обязательно. И при превышении порогового дохода в 20 миллионов рублей возникает уплачивать обязанность по НДС. Уже возникает. И порядок уплаты НДС на выбор. По стандартным ставкам это 22% с правом на вычеты, по пониженным ставкам без права на вычеты уже. То есть у нас 5% при доходе от 20 до 272,5 миллионов рублей. И ставка чуть-чуть повышается, 7% при доходе уже от 25 миллионов рублей до 490 миллионов рублей. Для применения пониженных ставок не нужно представлять уведомление в налоговый орган, еще раз. Достаточно представить первую налоговую декларацию по НДС с отражением ставки 5%, либо 7%. И при выборе налогоплательщиком УСН пониженной ставки НДС обязанность ее применения сохраняется в течение 12 идущих друг за другом налоговых периодов, то есть кварталов. И переход на стандартные ставки может быть лишь в ситуации превышения этих лимитов. Хорошо. А вот возможно ли одновременное применение пониженных налоговых ставок 5 и 7, и стандартных ставок это 22? Такого, к сожалению, нету. Вы либо применяете ставки 5 и 7% без вычетов,
либо ставку 22%, но уже с вычетами. На свой выбор менять их нельзя. Угу. И еще раз подытожим, да, получается, что налогоплательщику уведомлять налоговый орган о том, какую он ставку хочет применять, не нужно. Он просто, да, в декларацию указывает, в первой декларации указывает, какую ставку он применяет, да? Да, только в этом, и так. И вернемся к сфере контрольно-кассовой техники, да, Егор, вот как раз-таки вот с начала 2026 года изменилась ставка НДС, да, и как это отразилось на работе онлайн-касс? Не получится ли так, что предприниматели будут массово штрафоваться за техническую неготовность? Да, у нас такая ситуация возникла, вот изменение законодательства, оно было такое стремительное, что производители этих контрольно-кассовых техник, да, не успели подготовить программное обеспечение. И в связи с этим ФНС, как всегда бывает, что дает такое послабление, переходный период. И вот на первый квартал этого года было у нас разъяснительное письмо о том, что больше сосредоточить работу в виде разъяснительной работы в части как раз-таки измененной ставки в кассовом чеке. Требования законодательства 54, которое регламентирует работу с кассой, конечно, там статья 4.7 предусматривает наличие в кассовом чеке определенной статьи процента, определенного по НДС, соответственно, 22% с 1 января не все перешли, соответственно, мы это видим, но пытаемся проводить консультационные мероприятия, да. И, конечно, при выходе обновления необходимо, соответственно, обновиться и исправить те чеки, которые были некорректно пробиты, не дожидаясь прихода инспекторского состава на проверки. В принципе, да, такое послабление было, и требования в кассовом чеке, конечно, отражать 22% есть. Угу. А вот сейчас цифровизация идет полным ходом, да? Что дальше? Ждать ли нам новых правил или новшеств в сфере ККТ? Да, контрольно-кассовая техника, она не только для расчетов идет, да, но она дает хорошую аналитику. Мы, в принципе, по ней видим количество отгруженных, реализованных товаров, среднюю стоимость потребительской корзины. Эта аналитика, конечно, важна, нужна. Дальше мы сейчас у нас честный знак, переход на маркировки, очень много товаров маркируется. Маркировка — это что такое? Это легальность тех товаров, которые было произведено внутри нашей страны от производителя к потребителю. То есть, с каждым разом, с каждым годом прослеживаемость товаров, она будет наглядно видна. Соответственно, мы оттесним контрафакт на рынке, и все товары будут легальными. Угу. Николай, и давайте затронем еще одну очень актуальную информацию, да, это закрытие приема и обслуживание налогоплательщиков в отдельных районах нашей республики. Да, уважаемые слушатели, да, в связи с проведением организационно-штатных мероприятий, да, с 1 марта 2026 года прекращается прием и обслуживание налогоплательщиков в следующих территориально обособленных рабочих местах. Сокращенно у нас называется ТОРМ. Это у нас поселок Айхал, село Амга, поселок Батагай, Батагай-Алыта, Белая гора, Бердигостях, Барагонцы, Верхневилюйск, Вилюйск, Депутатский, Жиганск, Зырянка, Алекминск, Покровск, Среднеколымск, село Сунтар, поселок Тикси, город Удачный, Уснера, Хану, Чакурдах, Чурапча и село Этекёль. В основном у нас в общем 23 ТОРМа закрылось. И прекращение деятельности ТОРМ не приведет к снижению доступности государственных услуг ФНС России. Да? Эти услуги налогоплательщики могут получить в рамках одного окна в отделениях многофункциональных центров, так называемых МФЦ, да, сокращенно. И кроме того, на базе отделений ГАУ МФЦ будет организован прием граждан в режиме видеосвязи для устного информирования.
Большинство услуг у нас, да, доступно в электронной форме, без посещения налоговых органов. И интернет-сервисы на официальном сайте ФНС России позволяют получить государственные услуги дистанционно, да, 24/7. И вот граждане с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» могут оперативно получить информацию о начисленных и уплаченных налогах, подготовить и отправить налоговую декларацию формы 3 НДФЛ, которая самая, наверное, да, популярная услуга в нашем личном кабинете, и обратиться в налоговый орган без посещения, да, просто направить обращение, например, на льготу, да, на зачет, на возврат налогов, также, да, с личного кабинета физлица. И у нас есть личные кабинеты для индивидуальных предпринимателей и для юридических лиц, где они тоже могут получить услуги актуально в режиме, да, в дистанционном режиме. И вот про то, что, да, управление запускает удаленное консультирование в ряде районов, к сожалению, мы пока принимаем только в некоторых районах, да, это у нас поселок Айхал, Амга, Барагонцы, Верхневилюйск, Вилюйск, Покровск, Среднеколымск, Удачный и село Итыккёль. Для получения такой консультации, да, в режиме видеосвязи необходимо будет предварительно записаться через сервис онлайн запись на прием в инспекцию, это вот на нашем сайте ФНС России, и подойти в назначенное время в отделение МФЦ, чтобы поговорить с налоговым работником, да, службы. И воспользоваться сервисом могут также, да, обычные физические лица, индивидуальные предприниматели и представители юридических лиц. Так, и обращаем внимание, да, что при посещении офиса МФЦ для идентификации личности заявителя при себе нужно будет иметь паспорт, либо еще иные документы, которые будут необходимы для дополнительного консультирования. То есть давайте подытожим. Получается, вот в этих районах, да, где закрываются тормы, там можно будет получить услугу в МФЦ. Да. Также можно в некоторых населенных пунктах, да, записаться на онлайн-консультацию. Эту консультацию, чтобы получить, они должны подойти все равно в МФЦ, да? Да. Заранее записаться через сайт налоговой, налог.gov.ru, выбрать необходимую услугу, выбрать день и в этот же день подойти в офис МФЦ. Свой МФЦ подходит, и в назначенное время, получается, в формате ВКС, да, получает индивидуальные... Да, информацию именно с работником налоговой службы, да, не со сотрудниками МФЦ, а именно вот с работниками налоговой службы получают нужную информацию. И получается, что большинство услуг, в принципе, можно получить сейчас онлайн, да, на сайте ФНС России у нас более 80 онлайн-сервисов, да, очень удобных, и, конечно, самый такой актуальный, самый удобный — это личный кабинет налогоплательщика, и тут уже вы выбираете, если вы физическое лицо, то выбираете личный кабинет налогоплательщика физического лица, да. Николай, давайте немножко преимущества личного кабинета расскажем, что в принципе, по услугам физических лиц, да, любые услуги можно получить через личный кабинет, не обращаясь лично в налоговый орган. Да, вот получается, у нас есть услуга получения ИНН, да, ну как называемое, да, свидетельство ИНН можно будет получить через личный кабинет налогоплательщика. Для этого можно будет открыть своему ребенку, да, личный кабинет налогоплательщика, если у него есть доли, да, если он оплачивает налоги, ну и так, да, он может открыть себе сервис, интернет-сервис личный кабинет налогоплательщика физического лица. Там есть услуга у нас получения ИНН, и в течение дня он может получить это свидетельство ИНН. Но сейчас оно просто называется выписка, да, у нас единого документа. Но вот получить ИНН также можно дистанционно, никуда не ходя, не заполняя. Это все Спасибо, очень удобно. Николай. Уважаемые радиослушатели и телезрители, сейчас мы прервемся на короткую рекламу, а затем снова встретимся с вами в эфире.
Уважаемые радиослушатели и телезрители, мы продолжаем. Наша тема сегодняшнего эфира – это налоговые изменения 2026 года. А я напоминаю вам, что вы можете позвонить нам в эфир и задать свои вопросы по номеру 32 00 66 и 32 11 66. Так, коллеги, давайте продолжим. Вот, наверное, самый частый вопрос от зрителей, которые расплачиваются картой, да? Продавец часто протягивает только один маленький чек из банковского терминала и говорит, что это и есть кассовый чек. Так ли это? Это не так. В принципе, на торговой точке должна быть возможность оплатить пластиковой картой и, соответственно, зафиксировать выручку. Это два разных аппарата. Конечно, есть два в одном, где есть и кассовый аппарат, и терминал два в одном, да. В основном, когда мы в 2017 году переходили на онлайн-кассы, многие предприниматели действительно путали терминал банковский с кассовым аппаратом. Терминал банковский – это услуга банка, которая берется за определенную плату, делается для удобства покупателей. А кассовый аппарат же требование законодательства. Кассовый аппарат ставится тоже на торговую точку и используется. Соответственно, продавец должен выдать два документа. Это слип, который идет от терминала, слип-чек. Это означает то, что денежные средства списались у покупателя и перешли к продавцу. А чек кассовый – это понятно, что товар перешел или услуга оказана потребителю. В первых порах, конечно, были такие вопросы, связанные, зачем мне два раза и по кассе, и по терминалу, но требования законодательства таковы, что в каждый расчет, независимо это пластиковой картой, электронными средствами платежа, с переводом СПБ, наличными средствами должны пробиваться через контрольно-кассовую технику. Для экономии, конечно, можно поставить кассовый аппарат с уже встроенным терминалом. Где взять кассовые аппараты, тоже у нас здесь много организаций, которые занимаются этими кассовыми аппаратами. Можно в поисковике набрать контрольно-кассовая техника, там будет много организаций, которые непосредственно работают и устанавливает, и ведет, гарантированный учет этих кассовых аппаратов, ведет их гарантированные обслуживание, да. В случае поломки. И по терминалам тоже много банков могут предоставить такие услуги. Поэтому это два разных аппарата. Один контролируется банком, от того, что там есть он, нету, налоговый орган здесь уже никаких полномочий не имеет права, штрафовать эту организацию. А конечно, если кассового аппарата нет, тут уже мы проводим работу. Что касается еще терминалов, хотела сказать, да? Что еще по поводу терминалов? В принципе, наверное, все. А мы говорили о том, что кассы нужны почти всем, да? А есть ли какая-то категория налогоплательщиков, которые могут работать и без кассы? Да, у нас по 54-му ФЗ определены категории таких предпринимателей, которые, вообще 54 ФЗ, он предусматривает и регламентирует работу индивидуальных предпринимателей и организаций при работе с контрольно-кассовой техникой. Статья 2 определяет тех предпринимателей по виду деятельности, которые могут не применять контрольно-кассовую технику. В основном это патентная система налогообложения, которая направлена на социальную среду. Там уход и присмотр, ключи сделать, пошив, ремонт обуви, например, освобождаются. Там закрытый перечень видов деятельности, по которым можно кассу не применять. Также там определены территории, где кассовый аппарат обязательно должен быть, где может на кассовый аппарат не ставить, не применять, за исключением случаев, если организация продает подакцизный товар. Подакцизный – это у нас алкоголь, ГСМ подпадает, да. Нашим правительством Республики Саха-Якутия вышло постановление от 2017 года, называется постановление номер 50 от 20 февраля 2017 года, где поименованы населенные пункты, которые приравнены к отдаленным и труднодоступным местностям от сетей связи, да, где кассовый аппарат может не применяться. Повторюсь, это
опять же, не относится к тем организациям, которые реализуют подакцизные товары. Ну и по требованию покупателя, соответственно, по требованию покупателя в таких местностях должны выдать документ, подтверждающий оплату. Возможно, это товарный чек, возможно, это квитанция, где будут следующие реквизиты. Это ИНН, что продали, время, кто продал, ну, ФИО, да, количество, объем реализованного товара. Что касается, вот у нас республика, она большая, и в каких-то районах действительно проблемы с интернет-связью, соответственно, 8 больших городов обязаны иметь контрольно-кассовую технику и подключаться к интернету. Это у нас Якутск, Алдан, Нерюнгри, Мирный, Удачный, Ленск, Вилюйск и... Хандыга. Нет, не Хандыга. Ага. 8 населенных пунктов, которые должны в обязательном порядке подключиться к интернету. Остальные районные центры должны иметь контрольно-кассовую технику, могут не подключаться, воспользоваться таким правом, не подключаться к интернету. Но здесь вот загвоздка связана с тем, что кассовый аппарат имеет внутри себя фискальный накопитель. Ну, грубо флешка, да. Она бывает двух типов, это на 3 года или на год. Соответственно, если вы не подключаетесь к интернету, то надо вот каждый год этот фискальный накопитель менять. То есть менять это как? Это, значит, надо ее перерегистрировать, кассовый аппарат, каждый раз. Соответственно, вот старый фискальный накопитель нужно предоставить налоговый орган для считывания данных. Эти данные считываются, выгружаются в систему в нашу, да, и суммы встают там, где они должны быть. Поэтому вот получается, по виду деятельности освобождаются, по территориальности освобождаются. У нас еще вот есть категория предпринимателей, которые находятся на системе налогообложения НПД, самозанятые, да, они могут кассовый аппарат не ставить, но здесь вот это не значит, что они чеки не должны выбивать, они должны выбивать в приложении «Мои чеки», Мой налог, да, спасибо, мой налог, и в принципе все, вот такие вот послабления есть. Единственное, то, что еще хотел сказать, там по виду деятельности на ярмарках, да, у нас раньше было освобождение для всех, потом вот это сокращение все сужалось, возможность не применять кассу. Соответственно, сейчас в большинстве случаев на ярмарках, рынках кассовый аппарат должен быть, за исключением тех предпринимателей, которые сами выращивают, сами продают свою продукцию, да, на территориях вот определенных рынками. И вот мы много говорили об обязанностях бизнеса, да, а что может сделать обычный покупатель, чтобы обезопасить себя, кроме того, чтобы не потерять бумажный чек? Да, бумажный чек у нас как бы выцветает, действительно там через полгода трудно разобрать, что приобретали, да, вот, требование законодательства какое? Оно связано с тем, чтобы предпринимателю указывал в кассовом чеке наименование товара, то, что он продал. Например, рассмотрим категорию ремонт квартир, да. Вот вы себе купили квартиру, ремонтируете, пошли в магазин, купили товар. У нас есть вот, чтобы не фотографировать эти кассовые чеки, да, и хранить их в памяти телефона, есть приложение, оно есть на всех платформах, называется «Проверка чеков», приложение Федеральной налоговой службы. Сканируйте QR-код, это приложение показывает корректность этого чека, корректен он, отражен этим предпринимателем перед налоговой, эта сумма, которую вот он осуществил продажу вам, либо нет. Здесь вот при сканировании действительно вот кассовый чек, он валидный, корректный, он записывается в память телефона, не в память телефона, а на наши серверы, и хранятся там неопределенное количество времени. И вот год проходит, и у вас настает время для того, чтобы возместить свои расходы, да, на постройку, приобретение этой квартиры. Вы можете эти чеки распечатать, либо в таком же электронном виде выгрузить и прикрепить в заявление на вычет. К декларации. К декларации по имущественному вычету. Что касается вот это приложение, помимо этого, то, что там чеки хранятся, да, вот неограниченное количество времени, оттуда можно подать жалобу. Жалобы к нам поступают, проверили чек, либо вам чек вообще не выдали, вы указываете место, где
осуществился расчет, где кассовый чек не выдан, пишите место и так далее. К нам сигнал поступает, мы на все сигналы отвечаем. Если, например, чек вам дали, он тоже как бы некорректный, вы тоже пишите нам, мы эту точку проверяем. Хорошо, нам поступил звонок, пожалуйста. Здравствуйте, да. А если вот настоящий предприниматель должен строить бизнес, который приносит прибыль, действительно это зависит от владельца на 100%? Еще раз, пожалуйста, повторите вопрос. Зависит? Действительно ли это зависит от владельца на 100%, потому что настоящий предприниматель должен строить бизнес, который приносит прибыль. Спасибо за ваш вопрос. Но это, наверное, такой вопрос более, не знаю, философский, может быть, да? То есть не в нашей компетенции рассуждать, по каким причинам там или что должен предприниматель, как получать именно выгоду, да, доход, открывать. И это зависит ли, да, на 100%, да? Ну, тут, да, рынок у нас меняется, законы меняются, и нужно выбирать, наверное, те товары либо те услуги, которые более выгодны, которые более востребованы нашему населению, да, чтобы более выгодно все это делать, чтобы была выгода. Ну, скорее всего, это вопрос, наверное, должен задать себе сам предприниматель, да. А мы, как налоговая служба, мы можем только консультировать вас, уважаемые налогоплательщики, да, помогать вам как-то информировать вас о каких-то ваших вопросах. Как все это проще делать, да, через наши сервисы, наши личные кабинеты, как все это вам удобнее было. И, Николай, давайте рассмотрим еще одну очень актуальную тему. Уважаемые слушатели, мы знаем с вами, да, что у нас с 1 января 2026 года стартовала декларационная кампания 2026 года. Это значит, что некоторые категории граждан должны подать декларацию 3 НДФЛ по полученным доходам в срок до 1 апреля. То есть срок вот уже подходит. Николай, пожалуйста, расскажите коротко, да, кто обязан предоставить декларацию 3 НДФЛ. Да, вот у нас с 1 января 2026 года по 30 апреля идет так называемая декларационная кампания. Мы рассказываем тем лицам, кто получил доход от продажи своего имущества, и срок у нас, то, что установлено в Республике Саха-Якутия, он у нас 3 года, минимальный срок владения называется. В других регионах, да, там Москва, Санкт-Петербург, там, насколько мы знаем, 5 лет владения, да, а у нас в Якутии 3 года. Если срок не превысил 3 года, то вы должны, если вы продали это имущество, да, то вы должны отчитаться о полученном доходе и оплатить налоги не позднее 15 июля текущего года. То есть, если срок менее 3 лет, то вы направляете нам налоговую декларацию формы 3 НДФЛ. Проще всего это делать с нашего личного кабинета физического лица, потому что там декларации вот эти, да, они уже предзаполнены. Все объекты, да, например, которые вы продали, они уже есть в нашем личном кабинете. Вы просто указываете покупателя и сумму, за которую вы купили. Ну и прикладываете, прикладываете договор купли-продажи, чтобы доказать, за какую стоимость вы продали. То есть это касается тех граждан, кто продал свою недвижимость, да, объекты налогообложения, например, это квартира, дом, земельный участок или транспорт, которыми он владел менее 3 лет. Это минимальный срок владения. А также граждане, которые, например, сдавали в аренду свое имущество, да, например, квартиру сдавали в 2025 году, им тоже необходимо отчитаться до 1 апреля. И тут мы всегда, конечно, рекомендуем, уважаемые слушатели, если вы на постоянной основе сдаете в аренду свое имущество, то, конечно, удобнее всего перейти, зарегистрироваться в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход, то есть стать самозанятым, да, и потому что там ставки это
4%, если вы сдаете свое имущество физическим лицам, и 6%, если сдаете юридическим лицам. Если вы не зарегистрировались в 2025 году как самозанятый, но сдавали в аренду, да, то вы обязаны подать декларацию 3 НДФЛ, и там ставка уже 13%, да, и уплатить налог до 15 июля, как сказал Николай. Николай, какие у нас еще есть категории, которые должны сдать декларацию 3 НДФЛ, помимо тех, кто продал свое имущество, и тех, кто сдавал в аренду? Это у нас индивидуальный предприниматель на общем режиме налогообложения, да, нотариусы и адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, так как они у нас не выбирают режим налогообложения, и у них общий срок до 30 апреля, да, подать налоговую декларацию. Кстати, есть еще очень интересная категория, это те, кто получили в дар от близких родственников или не близких родственников, да, то есть если в дар получен от близкого родственника, то налогоплательщику достаточно предоставить пояснение о том, что вы в дар получили, например, от матери, да, квартиру, и в этом случае налог не уплачивается, и декларация, соответственно, не сдается. А если же вы получили в дар имущество не от близкого родственника, да, в этом случае уже декларация подается и уплачивается налог. И самый удобный способ, как сказал Николай уже, это наш личный кабинет налогоплательщика. И действительно, почему удобно подавать именно через личный кабинет? Потому что он предзаполняет ваши строки. Там отображается все ваше имущество, которое у вас сейчас в собственности, и даже то, которое у вас было в собственности. Также в личном кабинете отображаются и ваши доходы, по годам можно там сортировать, да? И, уважаемые радиослушатели, мы вам напоминаем, что у нас есть социальные сети, на которые вы можете подписаться и всегда быть в курсе актуальной информации. Также и о наших прямых эфирах вся информация есть в наших социальных сетях. А сегодняшняя наша тема была посвящена налоговой реформе с 2026 года. Мы ждем вас в следующих эфирах. Спасибо, что сегодня были с нами, и до скорых встреч.